Людей надо вытаскивать из трущоб, а программу переселения продлевать. Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста из Коми, дал надежду десяткам, а то и сотням тысяч россиян на новое жилье. Большая пресс-конференция президента длилась почти 4 часа. Путин ответил на 55 вопросов. Алексей Корчма о самом главном. 507 журналистов получили аккредитацию на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Это в 1,5 раза меньше, чем годом ранее. Коронавирусные ограничения. В списке приглашенных представители российских и международных медиа. Больше половины из региональных СМИ. 3 представителей Коми. Надеюсь, что технически наши сотрудники все выставили должным образом. Надеюсь, вы меня хорошо слышите. И рассчитываю на то, что также хорошо буду слышать и вас. Все вопросы журналистов от Коми схожи, но лично пообщаться с президентом удалось лишь корреспонденту «Панорамы столицы» Дарье Шучалиной. 5-летняя программа переселения из ветхого и аварийного жилья подходит к завершению. Продлевать будете? Интересуется Дарья. И если это возможно, не сокращать на нее финансирование, потому что с каждым годом, параллельно с расселением аварийного жилья, мы постоянно признаем аварийными следующие дома. Да? То есть у нас этот жилфонд, он постоянно становится аварийным, даже несмотря на программу капремонта. В плане переселения с 2019 по 2025 годы в Коми заявлены почти 7,5 тысяч граждан. Денег выделено порядка 7 миллиардов. Первые 2 этапа программы выполнены с опережением. Между тем, в республике с каждым годом все больше и больше домов признаются аварийными. Решить проблему кардинально не удается. Самая главная часть вашего вопроса – будет ли продолжение этих программ? То есть, будет ли признано аварийным жилье после 1 января 2017 года? И будут ли выделяться для этого соответствующие деньги? Будут. Программа готовится. Еще одна интересная ситуация. Что делать людям, которые брали ипотеку, но со временем их дома были признаны аварийными? Получается, попавшие под программу переселения и переехавшие в новое жилье продолжают платить банку. Президент поручил разобраться. Дома, которые новые, были признаны аварийными, и жители за них платят ипотеку, это ситуация такая, что мы давно говорили о некачественной постройке этих домов. Да, но слишком поздно они были признаны аварийными. Людям платить все равно придется ипотеку, потому что если эти дома будут расселять, они получат ту же квадратуру, все то же, и ипотека у них будет уменьшаться. Вот. Другого выхода все равно нет. Закон есть закон, да? Все. Потому что когда они покупали квартиру, дом не был признан аварийным. Новые волны коронавируса вызваны его способностью к мутации. Темпы вакцинации необходимо наращивать. Коллективный иммунитет в России 59,4%. Это очень мало, говорит Путин. Нужно под 80%. И при этом важно уважительно относиться к людям, объяснять им пользу прививки, а не наказывать за отказ. Сейчас же у нас везде ковиды были. Это и не первый год уже. Мы еще все головы этими забиты у нас. И в том числе и у Путина. Он очень хорошо сказал, что вакцинироваться. Вы же сами понимаете, в этой жизни сколько у нас против вакцины. Очень много народу, особенно в соцсетях выступают. Он очень хорошо высказался насчет этого, что у нас вакцинироваться не заставляют, а работаем методом убеждения. Это он молодец сказал. Людей надо убеждать. И на местах муниципалитеты власти тоже должны этим заниматься и работать над этим. Пандемия коронавируса отразилась на всем. Спад российской экономики 3%. Это меньше, чем во многих других развитых странах. Мы и восстанавливаемся быстрее, обнадежил Путин. Если во время пандемии реальные доходы населения падали, сегодня среднемесячная зарплата растет. Уровень безработицы, конечно, мы ставили перед собой цель вернуться к пандемийному уровню, так он стал ниже. Пандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас 4,3%. До конца года, может, чуть-чуть подрастет, будет 4,4%. Но это очень хороший показатель работы экономики в целом. Все ведущие отрасли и предприятия благодаря поддержке в период ограничений отработали не только без сбоя, но и нарастили объемы. Малый и средний бизнес получил рассрочку по кредитам, льготы по аренде. Дополнительно к федеральным в Коми действуют свои меры. От представителей бизнеса на получение выплат за ноябрьский локдаун в Коми уже поступило 702 заявки. В целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно. Не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения
и нуждались в поддержке, скажем, со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратно увеличилась. Кратно увеличилась. Вот это взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый, нужный нам результат. Национальные проекты в значительной степени сориентированы на работу в сельской местности. Развитие села – важный вектор формирования государственной политики, отметил Путин. Село на протяжении последних лет демонстрирует хорошие показатели. Сельхозпредприятия обеспечивают страну набором базовых продуктов питания. Для поддержки таких территорий в России строят новые школы, ФАПы, дома культуры, проводят высокоскоростной интернет. В Коми возрождение села хотят начать через создание и расширение внутреннего производства. Необходимо выдавать беспроцентные кредиты на строительство предприятий, выпускающих продукцию для жителей села. Естественно, сегодня необходимо тоже большой упор сделать на развитие сельского хозяйства, на развитие деревень, потому что ведь все-таки молодежь и люди, они хотят жить у нас на севере, они не хотят отсюда уезжать, но надо, чтобы, им, конечно же, создавать условия, чтобы они жили достойно зарабатывали, но без государственной поддержки абсолютно это невозможно. Большая пресс-конференция Владимира Путина длилась 3 часа 55 минут. За это время президент ответил на 55 вопросов представителей российских и международных медиа. Считаю, что то, что мы хотели спросить, Владимир Владимирович все равно на этот вопрос ответил. Единственное, что мы еще хотели бы, конечно, пригласить к нам в республику и посетить чемпионат мира по хоккею с мячом, который планируется пока что у нас в марте 2022 года. А так... Организация на самом деле очень хорошая, все на высшем уровне, практически без задержек, особенно вот здесь, именно на манеже. То есть от того, как ты заходишь сюда на проверку, до того, как подойдешь к залу, где все проходит, буквально 5-7 минут на это все требуется. Это даже быстрее, чем в аэропорту. Главный посыл президента – совершенствование социальной политики. В период пандемии государство поддержало граждан. Это новые пособия беременным, выплаты на первого ребенка, на детей до 3 и до 7 лет. Хорошая новость для пенсионеров. Их пенсии планируют индексировать по уровню фактической инфляции. В 2022 году социальные расходы федерального бюджета превысят 4 триллиона рублей.